Сегодня свое мнение по поводу изменений в Конституцию Республики Саха и действий Айсена Николаева высказал народный депутат Александр Иванов. Также Александр дал рекомендации для следующих шагов. Слушайте внимательно до конца. Смотрел на реакции своих коллег, или чиновников, скажем. Да, там больше страха было в их глазах. Дрожащие голоса, какие-то запутанные речи. Так и должно быть. Настоящий хозяин — это народ, а не они. Так что вы напомнили, кто есть хозяин. Вот Иван Луцкан написал у себя то, что люди некультурные и ведут себя неправильно. Ванюша, я тебе хочу сказать, если ты выбирался от имени народа, но ведешь себя неподобающим образом, если ты занимаешься лизоблюдством, преклонительством перед начальством, там, в рот смотреть начальнику, там, все делать и работать против интересов народа, народ скоро не только будет гудеть и свистеть, но и скоро полетят уже испорченные помидоры и яйца в тебе. Это не то касается Ванюша, это касается всех депутатов. Вы поймите, что вы выбраны от народа, и вы должны исполнять волю народа. И когда вы поддерживаете преступное деяние кого, скажем, своего считающего себя начальника, а у вас, по идее, не должно быть начальника. Ваш начальник только народ. Если вы видите, что антиконституционные действия идут, это считаете преступление, и вы это поддерживаете, вы, получается, в сговоре с ним. И в будущем вы будете отвечать. Пока только гул и топот, выкрики, потом и тапочки могут полететь, а потом и вместе с преступником будете стоять на площади, на коленях и просить у народа прощения за свои деяния. Друзья мои, что предлагаю следующий шаг сделать? Конечно, мы сейчас в эйфории, публичное слушание прошли, но 22 числа на повестке вот это изменение Конституции будет. И 14/56 мы проиграем, и изменение Конституции вступит в силу. Хотя мы весь народ против. Что же нужно сделать? Голосование будет тайным, так что все в районах, у каждого района есть свои депутаты. Я предлагаю сейчас сорганизоваться и создать инициативные группы, не знаю, сколько там, 3 человека, 2 человека, 10 человек, и приглашать или встретиться со своими депутатами. Неважно, Единая Россия, это Справедливая Россия, это коммунисты, встретиться и взять у него слово, что он поддержит волю народа, а не одного человека, своего начальника, скажем так. И желательно это все записать на видео. Пусть он подтвердит, что он ваш депутат. В противном случае его, если он проголосует против воли народа, его надо отозвать. И, в принципе, этот процесс тоже возможно сделать, и подскажу, как и когда. Так что надо сейчас взяться за депутатов, и если хотя бы 24 депутата будут против изменений, да, 24 или 25, изменения не пройдут. И вот эти преступные замыслы нашего Ильдархана, чтобы не только вогнать в долг, да, но и под видом оплаты долгов все активы, все богатства республики продать и уйти, мы ему это не позволим. Вы поймите, что он специально загоняет республику. Это банковская система, вот как ипотеки. Специально загнать республику в долги, а потом распродать все, что есть, и потом уйти. Это преступление. Он не воспринимает нашу республику как республику, как народ. Нет. Он видит просто какую-то организацию, которую надо банкротить. И это преступно. За это будет отвечать. Никуда он не убежит. Даже пусть не мечтает. Время придет, он обязательно ответит. И своим коллегам, депутатам хочу сказать. Друзья мои, партия, хоть Единая Россия, хоть Справедливая, это всего лишь общественная организация. И эта партия никогда не заменит ни родину, ни республику, ни народ. Не надо прикрываться общественной организацией, типа воля общественной организации над волей народа и над интересами республики. Так что подумайте об этом. Всем желаю удачи. Так, отстоим свою Конституцию. Очень скоро пленарное заседание. Приедем и обязательно выскажем все, что думаем. А потом, если не услышать волю народа, у народа есть свои средства высказать уже более шумно, более глобально свою волю. Это не только митинги, поверьте мне. Всем желаю удачи. До свидания.